Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен бірге мен Динара, и в этом видео я хочу рассказать вам о прошедшем времени казахского языка. В казахском языке есть 3 вида прошедшего времени, и сегодня мы с вами поговорим о первом виде прошедшего времени, который называется жедель өткен шақ. И с помощью этого времени вы можете говорить, рассказывать такие предложения, как что произошло минуту назад, что произошло вчера, позавчера, неделю назад, 2 года назад, 3 года назад и так далее. И формула жедель өткен шақ – это глагол плюс суффиксы д, д, т, т и плюс личные окончания м, ң, ңыз. И в третьем лице нет личных окончаний. И у вас сразу возник такой вопрос: я знаю личные окончания мон, мен, сан, сан, сес, сес, куда они подевались? И здесь вам нужно запомнить, что в настоящем обычном времени, в настоящем длительном времени и в будущем времени у вас личное окончание мон, мен, сан, сан, сес, сес. Но только в прошедшем времени у вас эти личные окончания сокращаются, то есть меняются на другие личные окончания. Если мы говорим мен, то личное окончание будет мэ. Если мы говорим сен, то личное окончание будет н с хвостиком запоминаем. Дальше, если мы говорим сыс, то у нас будет личное окончание либо ңыз, твердый вариант, либо ңыз, мягкий вариант. И если мы говорим ол, то есть третье лицо, он или она, то личное окончание мы не добавляем. То есть глагол оставляем без личного окончания. Попробуем поспрягать несколько глаголов в прошедшем времени. Возьмем глагол бару. Бару – это идти. Попробуем сказать: я сходил в магазин. Мен дүкенге бардым. Что мы сделали? Мы взяли глагол, сначала это был бару. Мы убрали у нас остается корень бар. Итак, что нам добавить? д или т? Если наш глагол завершается на глухие согласные, как к, п, ф, т, ш, с, то вы добавляете либо т твердую, либо т мягкую, в зависимости от мягкости и твердости глагола. Во всех остальных случаях вы добавляете либо да, либо да. Здесь и гласные есть, и мягкие согласные, и звонкие согласные. Итак, возвращаемся к глаголу, убрали у нас остается р. Значит, я добавляю либо да, либо да. Теперь здесь очень внимательно. Так как глагол бар является твердым по звучанию, есть гласное а, то мы добавляем что? Добавляем твердый вариант ды. Не д мягкую, а ды. Бардым. Добавляем личное окончание м. Бардым. Мен дүкенге бардым. Попробуем сказать: ты сходил в магазин. Сен дүкенге бардың. Корень глагола бар, добавили д и добавляем личное окончание ың, потому что и местоимение сен поменялось. Сен бардың. Вы сходили в магазин. Сіз дүкенге бардыңыз. Если мы говорим сіз, то добавляем либо твердый ңыз, либо мягкий ңыз. Так как у нас глагол твердый, мы добавляем твердый вариант ңыз. И ол барды. Личного окончания нет. Достаточно того, что вы добавили к корню суффикс д. Ол барды. Еще один пример. Возьмем глагол щу. Щу – это пить. Убираем у нас остается ш. Ш глухой согласный. Теперь, что мы делаем? Мы добавляем не д, а т. Почему? Потому что ш глухой согласный. После глухих согласных мы добавляем либо т, либо т. Так как ш является мягким по звучанию, то мы добавляем вариант. Ш, тым. Не забываем про личное окончание. Мен сүт іштім. Ты выпил молоко. Сен сүт іштің. Вы выпили молоко. Сіз сүт іштіңіз. И он или она выпил молоко, ол сүт ішті, без личных окончаний. Возьмем еще один глагол, пусть это будет қарау. Қарау – смотреть. И вам нужно сказать: я посмотрел фильм. Мен фильм қарадым. Верно. Почему? Потому что қарау – смотреть, убираем у нас остается қара.
А является гласной, а значит гласному мы что делаем? Добавляем либо д, либо д. Так как кара а является твердой, мы добавляем твердый вариант ды. Не д мягкую, а д твердую. Мен карадым. Мен фильм карадым. Не забываем про личное окончание. Ты посмотрел фильм, сен фильм карадың. Вы посмотрели фильм, сіз фильм карадыңыз, и он или она посмотрела фильм, ол фильм карады. Отлично. Теперь, какие есть ключевые слова в прошедшем времени? Самое первое это жаңа ғана. Жаңа ғана это только что. Например, он только что пришел. Ол жаңа ғана келді. Келу приходить, убираем у, добавляем д мягкую. Кельда без личного окончания, потому что это третье лицо, это ол. Второе слово кеше, это вчера. Алдын күні, это позавчера. Теперь мне хотелось бы рассказать вам о некоторых словосочетаниях, которые также образуют прошедшее время. То есть это слово бұрын. У бұрын есть два значения. Первое это раньше, второе это назад. Как это назад? То есть назад имеется в виду 5 минут назад, год назад, неделю назад. Сначала мы говорим наше время. Это может быть 5 минут, и нам нужно сказать назад. Без минут плюс бұрын. Без минут бұрын это 5 минут назад. Теперь 2 месяца назад. Екі ай бұрын. 3 года назад. 3 жыл бұрын. 5 месяцев назад. Без ай бұрын. Следующее словосочетание будет со словом өткен. И значение слова өткен это прошлое или прошедшее. Например, өткен жылы, в прошлом году. Өткен айда, в прошлом месяце. Өткен аптада, на прошлой неделе. Имейте в виду өткен айда, өткен аптада, но өткен жылы, не жылда, хорошо? Өткен жылы это в прошлом году. Итак, вы запомнили слово бұрын, образует словосочетание как назад, и вы запомнили слово өткен, оно образует словосочетание как прошлый, прошедший. В прошедшем времени есть исключение. Если глагол завершается на такие звуки как г, г и б, то эти глаголы в прошедшем времени при склонении будут меняться на другие звуки. Г поменяется на к, г поменяется на к, и б поменяется на п. Берем глагол, смотрим. Если наш глагол завершается на эти звуки, то сначала мы их поменяем на парные звуки, только потом добавляем суффиксы прошедшего времени. Например, глагол коньки тебу, кататься на коньках. Тебу. Убираем у нас остается теб. Как раз таки вот б. И его нужно поменять на п. Теп. Тебу на теп. Только потом добавляем прошедшее время. Так как п является глухим согласным, мы добавляем не дд, а тт. Теп е является мягкой гласной, поэтому мы выбираем мягкий суффикс. Не теп дым, не теп том, а теп тем. Мен коньки тептім. Мен өткен қыста коньки тептім. Я прошлой зимой каталась на коньках. С такими глаголами нужно быть очень осторожно. Когда вы будете убирать у, всегда смотрите на последний звук. Если это г, то вы должны поменять на к. Если это г, то вы должны поменять на к. И если это б, то вы должны поменять на п. Только потом добавляйте суффиксы прошедшего времени и не забывайте про личных окончаний, что они в прошедшем времени также меняются, сокращаются на м, ың, ңыз, и в третьем лице у нас нет личных окончаний. На этом все. Барлықтарыңызға көп рахмет. Сәттілік.